Ушундай ирет бенемге. Добро пожаловать на нашу малую родину. Мы рады приветствовать вас на нашей Кушумской земле, в нашем бурятском культурном центре. Гостеприимен наш народ бурятский, и гостю он знаком или не знаком. Повсюду, где горит огонь очажный, он преподносит чашу с молоком. Испробуйте, пожалуйста. Саган, да. Молодой человек. Угу. Настоящее молоко. Мы когда в школе детям объявили, что вот приедут, группа приедет и про бурятский язык будет рассказывать, да? И дети потом нам уже рассказали, дети подумали, что сейчас приедет какой-то дедушка и будет рассказывать про бурятский язык. То есть есть вот такой, стереотип, сложился, что бурятский язык это что-то вроде такое связано больше, да, со старшим поколением, и что вроде молодежь как-то меньше этого касается. Чтобы этот стереотип опровергнуть, вот мы втроем ездим по району проживания бурят и на собственном опыте показываем, что на самом деле освоить бурятский язык совершенно не сложно. Я до 40 лет не владел родным языком, начал своего Толемне муно было ушина 30 лет Толя. И Толя начал 2 года назад. 2 года назад бурятский язык освоил. Сережа мне хорин болоты. 27. Тоже 1 год. Хойржил. Хойржил все бурятского языка. Яла бурядар. Звалок болот явно. То есть, То есть до этого как бы вообще... Ганса Магагар Салдек Байгабди. Вот такой образ, да? Конь, похожий на сурка. Да? Конь с признаком сурка, в данном случае признак заключается в сходстве, внешнем сходстве. Конь, похожий на сурка, давайте пусть дети у нас дадут ответ. Какие будут варианты? Что это за такой конь, который похож на сурка? Сурок это такое маленькое приземистое животное. Смелее, не стесняйтесь. Что сказать? Ой, а вот. Да. А журнал где я? Пятерку хочу. Отлично. Вот это именно, это пони. Понимаете, да? То есть, чтобы бурятский язык почувствовать, да, надо вот взглянуть именно глазами носителя бурятского языка, именно бурята, да, когда он первый раз пони увидел, да, и у него, он видит, что это пони, да, и первая ассоциация с его размером, ассоциация всплывает Тарбаган, да, и получается Тарбаган море, да. То есть на русский язык буквально это не переводится, да? А это именно образ коня, который похож на степного сурка, то есть именно так буряты называют пони. За. Теперь вот эту аналогию мы с вами поняли, да? Теперь давайте еще один пример составим, да? А дальше я потом уже попрошу вас самих составить одно такое словосочетание, да? Так, кстати, как раз мышь. Как будет по-русски? Как? Колом. Колом. Ага. За. Но по литературе будет колона. Ага. У вас вместо ха. Да, получается колом. Ага. Колом. Звук он будет, а? Колом. Колона. 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 За. Ну вот, литературно это будет колона. Колона – это мышь, да? А вот на вашем диалекте, да, колона, колона. Свой диалект надо знать обязательно, в первую очередь, да. Да, конечно, есть литературный язык, да, и вот то, что вы говорили, что смеялись как-то, да, вот отбивали желание на своем диалекте говорить, да, вы знаете, известный полиглот Петров говорит о том, что для тех, кто смеется над
акцентом, либо над ошибками, когда человек делает, когда осваивает язык, да, нужно возить уголовную ответственность. Поскольку это, ну, конечно, это с долей юмора он говорит, поскольку это очень сильно отбивает желание у человека говорить. Да? Поэтому дети, будете начинать говорить по-бурятски, да, ни в коем случае не стесняйтесь, да, что у вас может быть произношение какое-то, да, или когда вы освоите свой диалект и поедете, к примеру, в Улан-Удэ, будете говорить на своем диалекте, да, ни в коем случае не нужно стесняться говорить на своем диалекте. Вот вы молодцы, то что не стесняйтесь свою национальную одежду одеть, да, и ехать на какие-то мероприятия междуусов. Вот так и надо. То есть гордо нести, да, свою принадлежность, да, бурятскому народу. И то же самое касается своего диалекта. На своем диалекте ни в коем случае не надо стесняться. Даже если кто-то там как-то отреагирует неадекватно, это его проблемы, а не ваши. Да? Итак, хулгана это мышь, а корова? Уне. Хорошо. Уне это как бы как, ну, по-простому говоря, как самка быка, да? Уне. А вот как крупнорогатый скот? Ухыр. Укр быша? Ухыр. Укр. Это муж, да. Ухыр. Укр быша? Укр. Ухыр. Укр. Да, Укр. Итак, смотрите. Вот хулгана это у нас мышь, да? Теперь перед мышью я ставлю опять же еще одно существительное. Еще одно существительное. Ну, я пишу по литературному, а вы можете произносить в соответствии со своим диалектом звучания, да? Укр хулгана, получается. Для удобства, да? Ну-ка, дети. Я вам напомню, да, как вот это логически переводится словосочетание тарваган марин. Да? Логически оно переводится конь с признаком тарвагана, да? Конь с признаком сурка. Так вот. А как вот это будет переводиться? Давайте сначала по отдельности. По отдельности сначала. Вот это слово как переводится? Мышь. Мышь. Это слово? Корова. Корова, да? Итак, если это конь с признаком сурка, то это? Мышь. Мышь. С признаком коровы, да? Мышь с признаком коровы. Я могу статично так Так, кто-то уже дал ответ, но Да, пусть но дети ты дадут. ага. статично. Что это за мышь? А я с этим побегаю. Крыса, тонгзу, кто сказал? Ну вот оно уже открывается у вас бурятское образное воображение. Бурятское образное воображение. Ну давайте еще одно простое словосочетание разберем, потом возьму такое более творческое, что ли, да? Так, дети, верблюд как будет, братья? Верблюд. Еще раз громче. Тумен, по-моему. Или Темен, тонгзу, темен. Вот темен это у нас темен это у нас верблюд, да? Темен это у нас верблюд, да? А птица? Еще раз? Шубун. Щегун? Шубун. Не, по-своему скажите. Шубун. Шубун. Ага. Ну, точно так же, да? Как и литература, да? Шубун. Теперь... Теперь детям. Ага. Просьба. Сейчас, тут я вам помогал, да, говорю конь с признаком тарвагана, там и так далее, да? Сейчас помогать не буду, да? Дети, пожалуйста, скажите, что это такое? Что буряты называют темен шубу? Пегас. Как? Пегас. Ну, хороший вариант, да? Ну, Пегас скорее будет жгуртухулук, то есть крылатый конь, ага. Другие варианты? Девочки, поактивнее.
Быстрее можешь. Птица с признаком верблюда, да, и признак опять же заключается во внешнем сходстве, в размерах. Большая птица. Фламинго. Ну, понимаете, орел, ну, вряд это как в бургах, да, ну, отдельное слово есть. Страус. Ой, то есть, вот чтобы это почувствовать, да, ну, во-первых, вы понимаете логику, да, построения словосочетания, да, в бурятском языке. В русском языке такого нету, да, а в бурятском порядок слов, он имеет огромное значение, да. Поставили одно существительное в позицию перед другим, да, и оно уже выполняет роль прилагательного, да, передает свой признак существительному, который идет следом за ним, да. То есть, это вы понимаете логику, но здесь еще надо подключать образное воображение, да, то есть смотреть на вещи глазами носителя бурятского языка, да, вот бурят впервые увидел страуса, да, самое крупное животное у бурят верблюд, да, при перекочевках груз, юрту перевозил, конечно, верблюд, ну, самое, будем говорить, грузоподъемное животное, да, и, соответственно, такую огромную птицу, когда бурят увидел, у него всплыла ассоциация с верблюдом, и это получился ТММ-шугун. Избегаем таких категоричных формулировок, что вот каждый бурят должен знать бурятский язык. Учите бурятский язык. Если ты не знаешь бурятский язык, ты не бурят. То есть такие вещи мы не поддерживаем, мы наоборот стараемся заинтересовать бурятским языком. И, кстати, это не значит, совершенно не значит, что именно бурят только. Потому что вот наш блог смотрят, и со всего бывшего Советского Союза, ну, с тех стран, где живут наши русскоязычные люди, да, мы получаем отклик в виде комментариев, насколько вот богатая мудрые пословицы, ёжки глубоким смыслом, насколько красиво звучит ваш язык. И, соответственно, пишут также люди, что вот как бы хотелось бурятский язык освоить. Да? Ну, а те, у кого есть возможность, мы преподаем в очном формате, те, у кого есть возможность, в Улан-Удэ приходят. Так что, еще раз, вот, там у нас ухибут, уже вовремя, да? Дети, еще раз я вот свою мысль хочу подчеркнуть о том, что освоить бурятский язык совершенно несложно. Главное, чтобы было желание и чтобы сердце было открыто к языку. Самое главное при его освоении не воспринимать бурятский язык как школьный предмет, какую-то учебную дисциплину. Да, совершенно верно. Как только ребенок, да, на своем опыте, знаю, да, как только ребенок начинает воспринимать бурятский язык как вы правильно сказали, какую-то обязаловку, школьный предмет, там, какую-то учебную дисциплину, все. Сердце закрывается, да, это как. А чтобы освоить язык, кстати, любой язык, да, нужен благоприятный психологический фон. А вот в отношении родного языка, да, при освоении родного языка есть свои, будем говорить, такие психологические нюансы. Особенно это связано с тем, что когда родной язык осваиваешь и начинаешь только говорить по-бурятски, да, акцент, Да. ну, он никуда не денется, да, никогда человек не сможет заговорить на новом для себя языке сразу с чистым произношением. Всегда будет немножко акцент, немножко погрешности в произношении. А вот у нас было как, сейчас это уже гораздо меньше, но раньше было как, начнешь говорить по-бурятски, да, все равно с акцентом уже говоришь. И вокруг, ну, в детстве, когда начинал говорить, вокруг все ребятишки все от хохота держатся за живот. Хохочет. Кому приятно, когда над тобой смеются. И все, вот с тех пор у меня вот так вот психологический блок встал. И пока был этот блок, бесполезно. Ты можешь там все это существительные, там, прилагательные, глаголы, все это выучить.
говорить ты не будешь, пока стоит психологический язык. Поэтому дети, очень важно правильно психологически настраиваться на язык, бурятский язык, любить его, и тогда он ответит взаимностью. И, если вы открываете свое сердце бурятскому языку, он открывается вам. Вот такой посыл хотел Пейте чай. донести. Пейте чай, Вот маленечко Фамилия, ну, я не знаю. Амтате бузбаны, Амтате. орохын. Ага. Сейчас ичхып.